В одном из предыдущих передач мы рассказывали о Николае Васильевиче Николаеве из старинного села Петропавловск Усьмайского района. Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Кроме того, что он исследователь и краевед, страстный собиратель древностей, но он и заядлый охотник. Сегодня мы представляем вам его рассказ. Охота – это, наверное, ваша вторая суть, да? Хорошо, что вы об этом меня спросили. В одно время, когда старший брат, окончив тоже свою спортивную карьеру, вышел на пенсию, и два брата решили заниматься охотой. И для того, чтобы заниматься охотой, мы уехали в дальние края, как говорится, 100 километров, вот вверх по Алдану, и взяли совершенно свободные места и стали их осваивать. Мы понастроили 32 избушки сообща. 11 человек нас занималось охотой. Ну, некоторые любители, некоторые профессионалы были. Вот, я потом уже, когда уже избушки, базы настроили, избушки настроили, и я тоже вступил в Госпромхоз вот в 1984 году и стал тоже работать. У нас 4 стали профессиональными, а остальные любителями были. Потом Госпромхоз развалился в 1993 году, и нас в свободное плавание отправили. Без ничего. Даже нам вот эти не предоставили угодья, как свои. Ну, мы как-то стали выкарабкиваться без оформления. Ну, потом начали оформлять, когда я в 2007 уже в общину включился. Главное это что? Охота. Вообще новое дело для нас, особенно для русских. Наше дело хлебопашество, земля. А мы тут переключились, главное, на не свою стезю. Но это нам очень понравилось. Старший брат нас как-то в это влек. Стал и рыбалкой заниматься. Ну вот все, что относится к охоте, всем этим занимались. Ондотарение, соболение, ну там по крупному зверю тоже. Вот и по таким редким рыбам, как осетр тоже. Вот. Ну это все сдавалось. Трудные времена стали, и охота наша начала затухать по вине вот всех перестроек этих. Племянники не подхватили это дело, внуки тем более, наши дети тем более не подхватили дело. И наше дело, как сказать, заглохло. Ну вот я остался один, потом вот сейчас старшего брата, внук, вот он занимаемся по наследию, и вот с 20-го, с 19-го года, он 17-го ушел из жизни, 2 года прошло. Это традиция, когда человек уходит, охотник, после него нельзя прикасаться к охотничьим угодьям. 2 года. 2 и это, года, не да. 3? Ну, в некоторых местах 2, а в некоторых 3. Ну вот в Амге, в Абаге там по 3 года даже. Вообще не прикасаться, даже родственникам. Ну, мы тоже выдержали эту паузу. В 19-м начали оформлять. Ну и, короче, тут препоны начали. Ну, вот один внук подхватил это дело, сейчас старшего брата. Он своего внука, дед у нас так и назывался, Николаев Ефим Самойлович. Теперь он тоже Николаев Ефим Самойлович. Я занимаюсь как пенсионер, работающий. О том, как добыли, какие незабываемые моменты. Вот можете вот это? Да, с 93-го года один охотился вообще. Это очень тяжело. Собак. Когда в советское время собак мы сами выращивали. Брали просто с улицы, у кого хорошая собака. Брали по 7-8 собак, увозили в тайгу, отсеивали. Хороших оставляли, плохих ликвидировали. В советское время было легко. Там продукты для собак, там консервы. Легко было там содержать, например, сезон по 7-8 собак. Кормить же надо их. А когда уже 2000-е, то даже трудно содержать их в продуктовом смысле слова. У меня много собак погибало. Чума, бывало перед сезоном, прямо помирали собак по 4. Все. И у меня одно время была маленькая собака такая, вот такая маленькая, совсем маленькая. И вот, а с осени особенно, когда перед тем, как медведь ложится, у нас сезон, а в это время медведи ложатся, поэтому очень опасно ходить.
Ну, медведь берлогу делает, его снегом запорошит, можно и на берлогу наткнуться. И у меня такая маленькая собака, она у меня нашла берлогу. Туда прямо лезет, а он хочет выскочить. Ну, я ее отозвал, на следующий день пошли. Я добыл этого медведя. А чтобы медведя вытащить из берлогу, это тяжело. И все вот один. Я вот дальнейшую судьбу ее расскажу. Она у меня такая маленькая, но у нее шерсть была такая очень хорошая, и подпушек был хороший. А у нас вот собаки, когда у нас появляются, например, капканный сезон начинается, одновременно соболя добываем и капканы одновременно ставим. И поэтому собак нужно учить, чтобы они в капкан не попадали. Ставишь капкан специально около избушки, они ловятся, ты их там держишь, они там кричат, орут, вот за этой боли, потом их уже ставишь капканы. Но некоторые собаки, они переносят эту боль и все равно попадают. И вот так моя собака, вот это, ну, круглый, например, мы до весны, если охотимся, там, до апреля, до февраля, то нужно время от времени ездить туда, проверять. А у меня сезона она пропала. А это декабрьские морозы были. Когда уезжаешь с сезона, особенно собак теряешь. Потому что они бегут за тобой, или за бураном, или что. Или где и по дороге их отвлекает, например, соболя там, или животные, например, сахаты. Они убегают, а тебе надо идти. Вот, и они теряются. Не находят потом? Нет, потом приходишь домой, если их нету, идешь искать их уже на машине, там едешь на тракторе, смотришь, находишь. И вот я поехал, меня брат повез на 150-м, а это 100 километров. И вот поехали, до избушки доехали, нету. Обратно поехали. И тут я говорю прямо, останавливайся, трактор. Я чувствую, что тут, по-моему, моя собака. Тут потому что капкан стоит, тут Шурина. Спускаюсь с бугорка под скалу, точно моя собака сидит. Он просидел на 50-градусном морозе 10 дней. Без еды? Без еды. Попал в капкан? Да, попал в капкан. И вот он, вот, ну просто одна шкура у него осталась. Из-за того, что шкура у него такая была, он и выжил. Ну, конечно, нога отмерзла, она потом отпадает. Особенно она не может отпасть в капкане, они не умеют отгрызать. Там сухожилие. Поэтому, когда его освободишь, она сгнивает, а сухожилие ты ножом перерезаешь. Потому что сухожилие она не отгнивает. Поэтому надо отрезать, и она потом зализывается самой собакой. И она тогда трехногая, да? Да, и она трехногая, у меня еще 10 лет охотилась. Она маленькая такая, а потом, когда я, вот тяжело, когда я напарников брал, например, ну, просто своих односельчан, Троицкая, Петропавловская, на сезон, главное, на осенний. И вот он у меня, а они своих собак брали. А он же маленький, когда он самостоятельно, он, и у них кто не мешает, он загоняет. А когда конкуренты есть, собаки загонят, а он-то не удел, и он прямо сидит на тропе и плачет. Буквально плачет. Но они-то загнали. Ночь наступает, 12 часов обычно соболя, вот у них промежутки такие выхода на кормежку, например, в 7 часов вечера, в 12, утром в 5. У них вот такие перерывы. Вот в 12 часов наступает, они как раз выходят соболя. Собаки спят все, а он побежит ночью и загонит, и там лает. И приходится ночью вставать, туда идти. Или рано утром. Собаки еще спят, а он уже загнал. Он загнал, он этим гордится. У нас осетры ловятся. Вот осетры больших я ловил. Вот самого большого осетра поймал к юбилею своей жены, 50-летие у нее было, 30-килограммового осетра. Все приглашенные были накормлены. Утро. Иду на тропу. Сегодня морозец. Вчера был дождь. А сегодня все замерзло, иней. Вот так выглядит тайга сегодня. Солнце маленько появилось, а то уже полмесяца солнца нет. Следов пока что нету. Вчера была мокрота. Соболя, наверное, все легли. Чуть весь снег не растаял.
Небо маленько прояснивается. Может, хоть сегодня день будет. Ужас. Скоро пожелтеем, наверное, без солнца. Иду на Семенову Дюглакан до второй избушки. Соболить и ставить капканы. До полпути позавчера ходил. Сегодня до избушки. О, что делает мой? О, метку ставит. Ни одного следа с утра. Вы, русские, начали традиционным занятием Да. эвенков и якутов Да. заниматься, да? Охотники и якуты, люди, которые придерживаются всяких ритуалов. А вот вы как? Придерживались, конечно, и приметы есть охотничьи, да, и, ну, и ритуалов. До того, как я не стал православным, вот в 15 году я стал православным, поэтому, как сказать, А до этого? до этого, да, мы все придерживались. Все придерживались, да. Я даже и одежду заимел, например, и меховую, и торбоза хожу, например. Я даже тренировался в торбозах, например, вот, ну, настоящий торбоза, вот, паюдами бабушка шила, там, Григорий, он потом мне продал. Сам начал заниматься пошивом, например, рукавиц, шапок, вот этим тоже занимался. Вот вы убили медведя. Мгм. Что потом делаете? Ну, вот медведь, его вытащишь когда, ну, и обдираешь его с одной стороны. С левой стороны, Разделываете? да. До разделки что вы делаете? Ну, до разделки все ритуалы, которые знаешь, надо соблюсти. Если ритуалов не знаешь, потому что я, когда познакомился в 93-м году с таким человеком, Павел Павлович Сабаги, я стал советоваться. Он говорит, если не знаешь ритуал, лучше не делать. Делай, как делаешь по-своему, все. Ну, наполовину делай, и все. То есть не знаешь полностью, лучше не делать. А если знаешь, что надо делать? Глухариха. Глухариха отводит от птенцов. Вот она. Собаки внизу, а тут где-то в траве малыши. Вот она подлетает поближе к собакам, провоцируя их, чтобы они на нее лаяли или погнали за ней. А в это время малыши прячутся, убегают. Она подальше, подальше улетает потом. И опять кричит их, малышей. Вот приехал, трава большая, вот какая, цветы, красотища. Вот ее как видно хорошо. О, полетела. Вот сейчас там сядет, будет звать. Малыши, видать, маленькие совсем. Сейчас такие времена наступили, медведей очень много стало. Да. Мы в городской квартире за ужином, чтобы пойти по ягоды и так далее. Мы, женщины, городские женщины, разговариваем о том, как отпугивать этих медведей. Вот никогда бы в дурном сне бы мне, например, не приснилось лет 10 назад, 20 назад. Вот до того дошло. Почему их так много стало, во-первых, и во-вторых, что делать? Обрушение наших охотников при царском режиме. Ну, мы в Россию в царское время входили, да? И пушное золото, это же считалось мягкое золото. А теперь нас вообще не ценят. На волка надо взять лицензию. При том, что еще ты не убил, надо лицензию взять, купить. Также и на медведя. Он ничего вообще не стоит, медведь. Вот, шкура там, что, он вообще не стоит.
Ну и что, охотники, зачем я буду этого медведя, когда мне даже невыгодно за соболиные шкурки работать? Они 1500 стоят. Это что такое? Вот, поэтому все охотники плюнули это дело. Зачем мне тут бегать там за этим, за волком или за медведем? Ну, конечно, если там встретился, собак кушать якут и вен всегда убьет. Вот. А куда я его девать буду, если мясо? Если у меня никто не ест его? Куда я его понесу? Куда эту шкуру понесу? Вот из-за этого, из-за того, что нет заинтересованности охотников, чтобы добывать вот это. То есть численность сохранять. Потому что медведь – это же крупное животное. Если ему не хватает пищи, он становится домушником. И опасным, он не ложится в берлогу, он не нагулял жир. Все. Поэтому и он идет куда? Где лошади? К селам. Он разрушает наши избушки. Вот нынче летом все избушки все скрыли. Рядом с избушками ходят. Только в цели безопасности поставишь петлю, там его угробишь и все. Вот так. А что надо делать? А что надо делать? И медведь ничего не боится. Если вот он пришел к избушке, например, ты там хоть ори, хоть заорись. Ничего не поможет. Только увидел его, сразу стрелять надо. То есть он должен человека бояться как огня. Если увидел он, все, сразу должен бежать. А если вот в такие времена он ничего не боится. Он придет в избушку, прямо откроет дверь и тебя на нарах задерет. И все. И будет подкарауливать, если он, например, не лег в берлогу, он подкарауливает. Он умный как человек. А если он сытый, например, в тайге, он будет лежать рядом с тобой, он тебя слышит. Он тебя всегда слышит. Ты его не слышишь, не видишь, он тебя слышит. Он тебя пропустит в 5 метрах. Он тебя пропустит, ты его не заметишь, пойдешь. А тот, который уже голодный, пищи нету, ты его никогда не заметишь. Он тебя подкараулит, съест. Все. Конкретно. Поэтому его ни голосом не отпугнешь, как его бряканьем, там, завыванием, ничем не отпугнешь. Это такой зверь. Если его не отпугивает человек, все, он становится как домашний, он не боится человека. Вот. Это мало того, что медведи, вот сейчас стало их много, им кушать нечего, все. Потому что волки у нас, когда Газпромхоз был, в советское время, всех волков отстреливали. Мы ничего не боялись, например, ходить в тайге. У нас ничего никто не съест, не сворует. Животных сахатых ничего не поест. Волки все съели. Сейчас. Волк хуже медведя, он все съел, он стадный, он супер хищник. Вот зимой он все съедает. Он же гонит, он хоть кого загонит. Хоть кого догонит, самый здоровый. Ну, мы радовались сначала. Вот когда в 90-е годы еще волка не было, вот встречались больные животные, больные сахатые. Вот прямо больной, вот действительно больной. Он когда больной, у него как у человека сердце там болит, печень или что. И вот убиваешь его, у него рога, например, с осени отпадают. Его сваришь, у него там воняет все. То есть много больных было. И когда волки появились, они сначала всех больных съели. И вот прямо на наших глазах, ну, например, вот когда бураны появились в Газпромхозе, Сахатова можно было догнать бураном за 2-3 километра. То есть они были немощные. А когда волки появились и всех сожрали больных, выносливо остались, буранам приходится 12 часов гонять. Вот как они, то есть, ну, здоровые остались. А к волкам добавились медведи, и все. Дичи не стало. Вот буквально на глазах. Вот сейчас, например, едешь, когда в советское время едешь, там 100 километров, обязательно три солдата переплывают. И косули там, и медведи, и сахаты. Мы всегда видали. А сейчас десятилетиями, 20-летиями, 30-летиями ничего не видим на воде. Вот так. Кроме волков. И медведей. Да. Вот такие дела. Чего больше, волков или медведей? Ну, волков-то чаще видишь. Все равно. Потому что они круглый год, они досаждают и зимой, и летом. Да, эти-то хоть спят зимой. Вот так.
А волки перестали бояться. Все, они... Ну, если сравнить, например, мы 50 лет охотимся, например, сравнить. Волки, которые появились, они даже боялись лыжный след переходить. А сейчас по бурановому следу идут и гоняются за охотниками. Я хожу один на лыжах. Когда мало снега, на буране же не ездишь, приходится на лыжах ходить. Поэтому, если стая тебя там прихватит, где все, тебе конец, крышка. А вот собака, например, бегает, которая по цвету нам тайги, там, снега. Она вот бегает, ты ее зовешь, она раз вот здесь появилась. Вот она рядом уже. А волк тем более. 2 прыжка, он с леса выскочил, и все. И вот тебе. Вот у меня осенью 22-го, перед отъездом, вот задрали волки. Вот пошел соболить, пособолил. Они остались, я их звал. Все, ночью уже съели сразу. Она лает, все. Волки. Собаку задрали, да? Да, у нас прямо забегает во двор этого ограды избушки и прямо снимают с цепью, съедают. Ой-ой-ой. Вот так. Даже ночью приходит. Вот у нас случай был, усмели. Собаки привязаны были. То есть У их него. надо уничтожать? Да, уничтожать. Без всякого... Вот они говорят, мол, это экологи особенно. Ой, как же это в капканы? У нас же было в период 16-го года, что надо капканы приобрести, которые умерщвляют сразу. Ну, то есть благородная это смерть или как? Гуманная смерть. А люди-то не знают, что они творят-то, волки-то. Вот не всем же не расскажешь. Это вот надо показывать фильмы, что это такое волки. Вот когда он бежит за сахатым, они такие умные. У них интеллект. Они даже знают, что думает охотник. Вот они, например, сахатов гонят. У них есть гонщики, которые загонщики есть, которые преследователи. Они парами разбиваются, они знают свою территорию от и до. И они гонят туда, загоняют, где такая чащоба. Он туда бежит, а зимой же ломкий лес, вот лиственниц особенно, жердовник, когда загонят, гонят его, он ломает жердовник и ранится. А они в этом жердовнике его уже, когда они гонят его, преследователи, там есть, заходят, которые вперед заходят, там уже караулят его. 2 по паре с боков. И они вот загоняют щебу его, и там начинают драть его. И знаете, кровь от него брызгает на 5 метров. Все деревья забрызганы. Они на нем висят, вот сюда вцепляются в ноги. И он волокет их, кричит, волокет, вот так волокет. И вот так дорога вся, в кровище. Но это вот можно с чем сравнить. Вот показывают же страшилки-то для детей-то. Когда там убивают друг друга. Вот когда посмотришь на это, ты так возненавидишь этих волков. Они-то ничего не щадят. У них-то почему-то смерть-то вот живого они съедают. И вот он упадет потом, когда уже не может тащить, упадет. Он живой, они его кушают живым. Они его потрошат сначала там, внутренности. Даже шкуры не остается от него. А растаскивают все из шкуры, вот мелкие вот такие, вообще ничего не остается, только одна шерсть, все съедают. Все съедает, да? Все съедают, натурально. Голова остается там крупные, а остальные кости, они все перемалывают, как сахар. Вот так. А медведи, говорят, свою добычу Да. где-то спрячут, да? Да, они вот сначала задерут, потом, ну они тоже вот летом-то караулят, они на водопоях караулят. Очень сильный. Вот 8-летнего сахата, например, он вытаскивает из мари на чистое место, закапывает его. Он копает, ну как вам сказать, диаметр копки у него 10 или 15 метров. Все срывает вот такой бугор. Ух ты, ага. И закапывает полностью. Ага. Все. Потом, когда протухнет, когда уже, и он караулит эту добычу. Далеко не ходит. Когда протухнет, он приходит и кушает. Потому что у него система эта желудочная слабая, поэтому он ее тушит. Вот такой И человек, когда он сначала убьет, он не будет кушать свежее. Ну, он же растительное кушает. Поэтому. как интересно. И летом он, вот идешь, например, летом избушки там правишь, ремонтируешь. И идешь. И вот через 20, через 10 километров обязательно на тропе там копка. Вот уже все съедено.
Он уже все, только одни косточки валяются. Потом другие приходят, там растаскивают кости просто. Все. Готовые кости уже в музее. Вот так. У нас происходит обед. Обедаем, Лидия Ивановна. Улыбка. Вот, постолько собрали. Собачки отдыхают. Маленькая. Она же поспать уже успела давеча. Она уже не отдыхала. Да? Надо было. Сегодня ветерок. Погода благодать. Мешки немерено. Да. Мне на группу написали. Не ходи сюда. Не ходи. Где Талах? Угу. Обжелась. Чай с медом. У вас интернациональная семья же получается? Да, все братья у нас женаты на якутках, на ивенках. Да. И как вот, ну, притирание и так далее, Да, как это да. происходит? Как это? Сначала интересно, Ага. когда вот две национальности сходятся, интересно. У нас, можно сказать, уже утеряно. Ну вот у меня, например, когда я приехал, я же поехал там, они жили в Каталахе, ну, они вообще, у них стойбище, все было, ну, у дедов, у жены дедов, у бабушки, у них стойбище, они в стойбище жили. И дедушка вообще так в тайге и умер даже. Они его так и не похоронили, он просто вот не захотел в поселке жить. И так и умер. Ну, мы вот как-то прожили уже под 50 лет, ничего, все хорошо. Зато дети красивые рождаются. Мало того, что мы вот женаты были, да, наши дети тоже с нас пример взяли. И вот на якутках женятся, на ивенках. Наши родители якутский язык знали от и до. Они даже поправляли, например, вот, ну, выучили язык, например, и поправляли, ну, когда разговаривают, например, вот так надо, вот так говорить. А наши старшие братья, дочери, они не разговаривали по-якутски, но все понимали. Ну, то есть, что говорят, понимали А вы слова. понимаете? Ну, мы только бытовой язык. Там. В мире и согласии прожили. Да, да. Ладно. И вот, что хочу обратить внимание именно, вот, когда, ну, у нас же, как сказать, якуты и венки все вместе, и у нас даже намека не было там про национализм, вообще, вообще не было такого. Наступили 2000-е годы, вот это взялось. Особенно вот молодежь поедешь, мы же на соревнования везде ездили, в Якутию, все обнимались, все лыжники, все якуты, все. А сейчас приедешь, молодые, там у них национализм везде. А у нас не было такого вообще. Проблем не было даже никогда. Ну ладно, там в Якутск, когда мы приезжали, там это студенты, там. Ну, у них же в общагах там вечные драки. Там, конечно, если ты один попадешь, ну как поведешь себя? Ну, не было такого, что там нас там ловили и били. Вообще не было. Как братья жили. Вот перешел в Дюглакан. По этой стороне тропа. Вот там Алдан виднеется. Чуть-чуть. Горы. Тучи вверху.
так в ту сторону пойду. Вон там капкан виднеется. Поставил. Собаки бегают. Иду на береговую избушку, базу Семена. Там потому что около берега невозможно дюгалкан перейти. Там широкий дюгалкан. Вот пришлось в обход сегодня этот до избушки и опять по этой же тропе обратно. Ну ладно, вырубаю. Вот такая сегодня погода. Изо дня в день. Изо дня в день.